Нет. Всем большой привет! На календаре месяц май, число 20, да, сегодня вроде как бы? Да. Да. Мы на реке Печора, и у нас вот такая большая компания. Александр, Николай, Анатолий, помаши ручкой, и Василич. Владимир Васильевич тоже. Вот такой дружной компанией мы приехали сюда на Печору на рыбалку. Не знаю, не за рыбой, как говорится, на рыбалку. И вот, в общем, начинаем рыбалку пока в двух направлениях. Николай вот уже приготовил фидерное удилище, закинет сюда фидер. Ну а мы с Васильевичем поедем на заливные луга, поставим сеточки. Ну и посмотрим. Вода вроде, как говорят, пошла убывать. Вот, как мы видим, она, уровень пока очень-очень большой. Это у нас вторая вода пошла убывать. Так что, я так думаю, что-нибудь да мы поймаем. На вечерком, если успеем, конечно же, поставим продольники. Если там глубина где-то найдется более-менее метра 2-3 хотя бы. Пока берегов нету, будем искать места возле кустов где-то, если найдем. Ну а дальше, что и как будет, мы, конечно же, попробуем заснять и, естественно, показать вам. Как-то вот так. Рыбалка начинается. Первый день пошел. Да? Весна. Не ссытесь, Тулис, тулис, мийте вечан, мила ніна мищон пов, мила мувила теледжан, вивтиш мана любовь. Да, Василий? Это круче, чем пароход, что ли? Я не понял. А? Круче, чем пароход? Намного. Ну вот и завели мотор. Достали наш четырехтактничек. До этого ездили на Сузучке двухтактном. Ничего страшного. Одна бригада в лодке, вторая бригада вон остается на берегу. Ну и посмотрим, что они поймают. И попробуем поймать сами что-нибудь. Что, задом поедем, передом? Давай, надо передом. Передом лучше, да? На лодке, не на плоту. Она и задом неплохо едет. Поехали. Мощей маловато, конечно. 9 маловато, да. Ну что, быстрее, чем на веслах, правильно? Привет, привет. У нас уже следующий день пошел. Вчера сеточки установили. Сегодня едем проверять с Николаем. Ну а так как вчера Николай здесь закинул донки, сейчас у нас идет проверка донок. На фидер вчера что, ничего не поймали? Ничего не поймали. Ни одной поклевки на фидер не было. Сейчас посмотрим, что нам покажут донки. Дергает что-то, нет? Ничего. Нет, что-то же идет вон. А, трава. Нет, нет, трава. Трава. Ну тут трава, да. Немножко надо, чтобы уровень воды упал, чтобы... Никто даже не трогал нахуй червя. Червя. Ну он в траве запутался, не нашли, наверное. Вот вода чуть упадет, ниже там где-то метра 2 уровень будет, там на камушках, может что-то уже и клюнет. Это да. А пока только голый червяк. Ну он не голый, он волосатый. Так, еще одна, да, донка есть? Еще одна, да. Давай проверим сразу. Сейчас проверю, Опа. сейчас я закину, чтобы А сразу? она была в воде. На берегу-то они не ловят. Ну да, надо на песочек или на камушки. О, в принципе, она должна работать. В принципе, даже там, где она упала, возможно, уже и камни, берег. Почему только не работает? Червяк невкусный. Да. Так, ну а вторая доночка сейчас
Вторая доночка. Но тут, наверное, тоже камуш. Ну ладно, пробуем. Это вчерашняя коряга наша, что ли, да? Нет? А нет. Это которая в воде полностью была, она уже на берегу лежит. Ага, вода падает. Несмотря на то, что в лесу еще очень много снега. И тепло, и обильное таяние снега, все равно вода, вторая вода начала падать и стремительно падает. Вторая донка. Есть. Что-то есть, да? Есть. Ты ушел, что ли? Да, ушел. Был ясь. Ясь был, да? Да. Ну вот. Ушел. Была поклевка, был ясь. Ну ушел. Все, 2 донки только, да? Да. А смотри. Что? И нету поводка одного откушен. Полностью откушен поводок. Вот. Ну это щука, значит. Кто-то был и Щука, да? откушен поводок. Это, скорее всего, попал что-то язь или еще что-нибудь, и щука откусила. Да. Я же говорю, здесь щука тоже А живет. подай мне одного червячка, пожалуйста. А где он? Он лежит вот здесь вот. В бардачке. Бардачки. Ну ладненько, сейчас мы закинем донки и поедем проверять наши сеточки. Ну они-то, я думаю, точно сработают. Если все нормально, если никто не похулиганил, то, я так думаю, рыбки мы сегодня должны поймать. Так, ну что, Николай Сергеевич, ведро нормально? Пойдет 20-ка? Я думаю, маловато будет. Так, ладно. А что ты садись? Сейчас сяду. Опа. Тихо. Вода падает. Так что Уселся? все, готов, да. Так, ну, ведерочко сюда для рыбы. Я так думаю, 20-литровое ведерочко наполним. Надежда все-таки есть. Я так думаю, вода падает, рыба с кустов должна выходить вся. Обратно речь. Вон, туда. Там у нас стоят 2 сеточки. Начнем с них. Очень много, конечно, травы, мусора. Ну, сейчас посмотрим, что сказки рассказывать. Сейчас все будет видно. Здесь мы уток караулили. В 22 году у нас здесь весновка была. На этих заливных лугах караулили уток. Вон шалаши еще залитые. Прямо травой обкладываешь, мосеть там или что. И они прямо плюк-плюк сюда садятся. Бам-бам. Нормально, красиво. Давай подъедем сразу к кустам. Я веревку ниже отпущу, потому что ставил с запасом. Вода вроде бы пошла на убыль, но все равно лучше выше, чем ниже. А вода пошла на убыль. Вон рыба есть одна. Ну да. Что-то уже есть, вижу одну рыбку. И что-то мне подсказывает, что это сик даже, а не язь. Сейчас посмотрим. Так, я перевяжу сразу, ниже сделаю. Что она тут на воздухе? На воздухе сети держать нельзя, они, как говорится... На воздусях. Ну, солнце съедает их. Нет, вот так, ну что, пошла проверочка. И как мы видим, рыба уже есть. Вот они, язечки наши. Так, надеюсь, видно, да? Так что наши прогнозы пока сбываются. Рыба есть. Интереснее немножко, ну, может быть, не интереснее, но продуктивнее, чем на донке, да? Чуть-чуть. Так. Кто возмущается по поводу рыбалки на сети, скажу, у нас рыбалка на сетями разрешена по закону. Ячея должна быть не менее 40 миллиметров. Здесь у нас как раз 40-очка идет. 40-очка. Вот там, наверное, точно сижок. Ну-ка ты подгребал бы немного, да, нет? Никак? А нет, не сик. Это язь. А так просто нет, никак так. Так неудобно, как так. Ну ладно. Да, Сейчас,
Ладно. Весло одно освобожу. Нет, не сиг, я думал сиг, тоже язь. Галима язь. Язика грязи, как говорится. Вот. Так-то вот так. Как-то вот так. Вот так вот удобно подгребать, да? О, 2 штуки рядом вообще. Парой они ходят, наверное. Мы с Тамарой ходим парой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, Тола, Тола. Вот как-то вот так. Так. Расправляем. Вот это. Там перехлестнулось, что ли? Выпрямится. Это очень сезонная рыбалка, так скажем. Сейчас вода упадет. И здесь будет луг уже. Это заливной луг. И уже, так как говорится, не порыбачишь. Это сезонная рыбалка. Очень короткий промежуток времени можно так вот порыбачить. Очень короткий. Вода большая, буквально, ну, недельку может быть, пока вода держится. Назад, нет, назад тоже не, как бы, там сейчас шиповник, куст шиповника. Ну, не густо, я скажу, я думал, будет интереснее. Вон еще там. Почему щуки нету, я не понимаю. Тут же, по идее, тоже щука должна быть. Должна, но не обязана. Вон язь. Еще язь. Вон еще по-моему. Еще это хорошо. Вот еще язь. Ну, скрутили, грузов нету. Язики наши скрутили, сейчас выпрямим. Так. Надо тут кольца, конечно, добавлять бы. Но что есть это, то есть вот так вот. Не для тебя. Видишь, уже об куст там зацепился. Об шиповник этот сраный. Так что пока рвать не будем. Потом попробуем полностью сетку. Подгребайся так туда. Вот еще парочка. Под занавес, так сказать. Погодка замечательная, просто прелесть. Красота. Вот на наш север пришла весна. Обкус шиповника туда застряла. Поставили немножко неправильно по течению. По идее, ставить-то надо поперек, но бог с ним. Зато есть же рыба. Она же везде плавает. Мы ничего не перегораживаем. Доступ к миграции есть. Все хорошо. Вон туда колышку, вторая сеточка там. Ну вот, одна сеточка у нас уже нормально. На пол закладки консервы уже есть. Плываем к началу сетки. Я вижу, что здесь рыба тоже есть. Уже где-то штук 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сетка утонула. Я так думаю, язей 15 где-то уже точно мы здесь возьмем. Вот они, здесь парочка. Вижу, рыба есть. Так что, значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога. Рижская улица. Так, все, пошли. Опачки. Тихо, тихо, тихо. О, грязи сколько. Тут что, трехстенка, что ли? Ух ты, красота какая. Вот красотища какая. Ты давай не матерись, у меня съемка идет. Хорошо. Для истории. Для истории, да. Для истории. Язики. Как раз консервный размер. Да, самый вкусный. Как-то вот так вот. Вот такая красота. И галимый язь, никакого другой рыбы, ни сига, ни окуня даже. Ни щуки, да. Щуки, конечно, хотелось бы на малосолочку, но почему-то только язь. Язь! И каждым годом этого язя на Печоре все больше и больше. Вот все ловят мешками, ведрами круглый год.
и сетями ловят, и чем только его не ловят. А его все больше, а его все больше, а его все больше. Вон, как мы видим, тут целая вереница этого язя. Енцикадан. Язь кормилец. Некоторым не нравится, но... Не, это, как говорится, просто... Я не люблю кошек, да, ты просто не умеешь их готовить. О, кому-то повезло, ушел. Счастливчик. Ты просто не умеешь их готовить. Ой, ну-ка натяжечку сделай туда, назад, да. Вы просто не умеете их готовить. Ну, в принципе, я так думаю, все ясно. Вон. По окончанию проверки просто посмотрим, наполнится ли наша ведерочка. Я думаю, близко к тому уже будет, наверное. Уже пол ведра, 20-ки он уже есть. А рыбалка только началась. Красота? Отлично, очень отлично даже, я сказал. Как раз вот такие консервные размеры, не крупный, он самый мягонький, самый хорошенький. На фарш на ребра-то, конечно, нужен ясь крупнее, но это на продольнике крупного половим. А тут на 40-очку как раз вот такой вот. Отличный язёк попадает. Да, консервный. Спокойненько, тебе ни течения, ни реки, ничего, заводь, солнышко, красота. Да, не в лупаться видно. В рот тут стояла, посмотри. Енцикадан. Мама дорогая, как ты постарела. Так, сейчас здесь распутаем. Ладно, пока выключаемся. Так, ну что у нас? Проверили 2 сеточки. Вот, пожалуйста, 20-очка, почти полная язя. Галимый язь, один единственный вон сиг в прилове. Один единственный. Ну, теперь, чтобы дальше по кустам не таскать эту рыбу, вываливаем мешок и едем проверять дальше. Мы уже с уловом, да, Николай Сергеевич? Да. Чешуя на лице у тебя. Ну, рыбой, морем пахнет рыбак, только бездельник не пахнет никак. Хороший стих. Ну что, дискотека у нас продолжается. Подъехали еще к сеточке. Ну, в принципе, все то же самое. Язечки, язечки, язечки. Не сплошняком. Ну, есть. Так, давай, Коль, назад немножко ее так вот. Она стоит, она, можно сказать, по течению ушла. Вчера течение еще здесь хорошо било. Сегодня вода упала. И как бы течение стало меньше. Я так думаю, можно немножко поперек. Клюет. Как клюет? А вот так клюет. Все. Больше не клюет. Больше не клюет пока. Ну не густо здесь что-то. Назад, Коль, греби, назад. Туда. Прям греби постоянно натяжка, чтобы было. Назад. Греби. Так, ладно. Так. Подожди. Веточка. Одинокая ветка сирени. Еще и зацепилась куда-то. Где-то что-то поймали. Ладно, пока выключаемся. Так, ну что, приступаем к экзекуции. А я закурю, с вашего позволения. Всегда, пожалуйста. Вон 45-ка и ясь покрупнее. Уже. И сеть веревку превратил без колец. О. Да. И что теперь?
Все, сеть отрыбачила, блин. Ну да. Так, снимай ее сразу давай. Да подожди, потом сначала рыбу снимем, потом снимем. Вон, вся веревка. Блядь, смотри, вообще. Кольца нужны, конечно. Без колец это не то пальто. Скручивают охрененно. Ничего сейчас сюда попадет. Ничего не попадет. Да, это не финка. Скрутит. Да, ну кольца надо вешать, чтобы не скручивал. Есть меньше, а есть крупнее. Ну тут, наверное, надо как бы тоже загружать это, как бы дополнительно грузами загруживать. А так видишь, они пару попало и скрутили, а на веревку уже никто не попадет. Сейчас снимем, попробуем распутать, если получится. Периодически через каждые 2 метра по рыбке. Не пусто же, не пусто. Значит, уже хорошо. Есть покрупнее. И рыба. Рыба, язь. Так, что? Подошли. Можно попробовать раскрутить немного. Или как, или где. Сейчас вот это хуйня. Да? Мертвым припаркой. Если раскручивать надо было с самого начала. Ладно, разберемся. Ну, в общем, рыбка есть. Вот там что за рыба. Тоже язь. О, язь, кто же еще? Бахают еще уточек. Бахают. Барки, зоопарки. Ладно, каждые 2 метра смотри, есть. Да. Они, как видать, как попались, так скрутили и все. Как попались, так скрутили и все. Скручено, это все раскручивать. Ну-ка, что там, натяжку сделать? Может, распутается сама? Ага, конечно. Что-то вы все в одну сторону, видать, крутили. Хоть бы в разные стороны крутили, и то веселее было. Надо 55-ку кидать, чтобы крупный был. Наверное. Да. Чтоб крупняк клевал. На фарш. Это консервный размер. А то бы на фарш было. На ребра, на фарш. Я ребра в фарш кручу тоже. А в смысле с ребрами? Вот такие, да. Сейчас все уйдет. Опа, не ушел. А тут, смотри, рыбы нет, и сетка прямо стоит. Ну, да. Где рыбы нет, там крутить некому. Ты попробуй вот это вот раскручивай, пока вот она прямо. И хоть кусок, но он будет ловить, может. Будет. О, бахают. Можно и там раскрутить, в принципе. Пройти потом сеткой раскрутить. Время тратить смысла нет. Не, почему? Недолго же. Она, если сначала пойдет раскручена. Ну, здесь нету рыбы. Видишь, она вся возле берега. Так, ну чего? Еще 2 сеточки проверили. У нас еще одно ведерочко рыбы уже. В общем, среднестатистические 4 сетки, 4 ведра рыбы. Каждой сетке по ведру рыбы. Сначала веревку не распутали, а основную, получается, распутали. Ладно, сеточка. Пусть. А то слишком много рыбы будет. Пусть поменьше попадет. О, уточки летают 4. Так. Ну, главное на червячок поплевать, чтобы рыба клевала, да? 100%. Иначе счастья не видать. Поплюем. Вон красная веревочка. Скоро все здесь зазеленеет, красота будет. Так, нам надо, наверное, тоже на мешочек вывалить, наверное, это, чтобы не мешалось. Мне ведерочко освободить надо. Давай сделаем. Сейчас сделаем.
Так, а эта сеточка у нас у Васильича нульцевая вообще. Муха не сидела. Белая сеточка. Капроновая. А, не капрон, леска. И вот, как мы видим, она уже поймала нам рыбку раз, рыбку два, рыбку три, рыбку 4. В общем, рыба есть. Сетка высокая, сетка глубокая. И сетка получается уловистая. 45-ка, наверное, или 40-ка. Ну, не меньше. Вон. Нормально, вон. Рыба есть. Рыба клюет, и это радует. Так, что тут у нас? Что? Почему наоборот? Ничего не наоборот. Все правильно. А завернулась там. Я здесь крутили. Надо вот оттуда вот распутать. Вот это распутай. Низ, чтобы туда, да. Вот так, да. Не скрутили здесь, видишь? Груза здесь тяжелые, вот эту не так уже не скручивает, как корейку. Корейка, китайка, как там ее? Да. По-русски сказано. Ну, этого язя... Смотри, Коль. Язя ловит каждый мешками, да? А его все больше и больше. Она как саранча, блин, как вредитель, как колорадский жук. Она уничтожает это полчища этого язя. Уничтожают все живое, всю молодь они просто. И выживают, получается, только, как говорят, вот где-то ротан, да, запустили, допустим, пруд ротана, и кроме ротана ничего не остается. Он выжирает все. Также и на Печоре язь. Так что, с одной стороны, мы доброе дело делаем, да, уничтожаем вредителя, хищника. Ну и в то же время очень вкусного хищника. Вкусный язь в любом виде. С одной стороны, ничего плохого нету, что его очень много. Но плохо то, что никакой другой рыбы уже, кроме язя, скоро не останется на реке. Вот его сколько. Вот его сколько. Это радует. Сеточка 0,2, леска крепкая, просто так даже не рвется. Отличная сеточка, Васильевич. Финка. Ну-ка. Вот ее, блин. В прилове ни одной щуки нету, хоть бы одна щучка влетела, блин. Нет, если бы мы... Да. Нет, если бы мы рыбачили в русле, может быть, там щуку-то на Печоре поймали, а почему-то в заливах, вот это в разливах на лугах, щука не идет. Язь идет, щука не идет. Не знаю почему. Вот они, красавцы. Язики. А раньше язя столько не было. В советские времена, помню, рыбаки-промысловики язя этого ловили. И привозили, допустим, в сельпо. И бабки стояли с 5 утра очередь. И, допустим, привезут много язя. Допустим, в одни руки по 3, по 4. Если поменьше, только по 2. Ну, рассчитывают примерно сколько народа. И по норме давали язя этого. То есть язя много не было на Печоре. Еще лет 35, может быть, назад. Его было очень мало. И он считался чуть ли не ценной рыбой. А судоходства не стало. Говорят, вот судоходство, молевой сплав, все такое. Вот перестали сплавлять лес, перестало судоходство. Хариус кончился, сик кончился, но мало стало. Зато этого язя развелось. Ну, Печора получается аж как большое болото, блин. Заилилось, видать. Не знаю, в чем причина. Но, видать, для язя это очень и очень благоприятное стечение обстоятельств. Его стало просто вот километр. Он сейчас вот весь с икрой, с молокой. Это прикинь, вот сколько бы сейчас они отнерестились, и сколько бы еще тысяч, сотен тысяч бы еще язей прибавилось, если бы мы сейчас их вот не выловили, эту, допустим, относительно небольшое количество этого язя. Вон его везде. Вот. Да. Я знаю, что у вас здесь хоть, как говорится, как культурнее это сказать,
До жопы. Да. Ну, как-то вот так примерно это выглядит. Ну, как сказать, клюет, Янцкадан, клюет. Вот они, клюют язики, наши язики. Ну, думаю, показывать одно и то же смысл. Ну, в общем, вот сеть, и везде вот язь. Тут типа низина, озеро, сеть высокая, она вся на дне, глубоко здесь. А его и на мели хватает, и на глубине, как мы видим, везде валом. А? Лягух. Я думал, рак нахуй плавается. Рак. Раков здесь у нас нету. Че, сюда? Да. Так, перетащили лодку на озеро. Вчера чисто экспериментально. О, вижу, рыбу уже есть. Вон, 1, 2. Отлично. Карась жареный. Да, это не карась, это язи опять, походу. Да? Да, кинули экспериментально одну сеточку на озеро. Так как в этом озере есть карась. Но так как его сейчас залило весенней водой, кроме карася есть язи. Ну, есть тоже рыба, что. Посмотрим, будем надеяться, хотя бы на жареху, может, пяточек карасей хотя бы влетит. Как мы видим, ведро у нас опять пустое. И наша задача немножко его наполнить, если получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Сел? Да. Поехали. Не для тебя. Опа. Все. Ну, тупорылый, значит, язь. Ну-ка. Да нет, карась. Карась? Один карась уже есть, 100%. Нет, или язь, не пойму. Ну-ка. Блин, язь. Я уже обрадовался, блин. Короче, тоже язи. Да. Тоже одни язи. Нету карасей. Нет, карась есть, но почему-то, если, как говорится, ну, окунь. Первый окунь. Хоть какое-то разнообразие. Ну вот пока вот вода маленькая, пока с Печоры не заходит, то карась бывает попадает еще по холодной воде, как только лед сошел. А потом вот верхний с Печоры вода затекает, и с этой водой заходят язи, и карасей уже не видно. Не знаю, то ли они от язи этих гасятся, то ли что. Хрен его знает. Так, в кусты прямо сейчас запутается все. Ладно, попробуем здесь немного распутать, пока далеко не отъехали. Глубина. Тут озеро, да. Тут озеро, тут уточек мы осенью добываем. Так, друзья, у нас ничего не меняется. На озере тоже одни язи. Вот один окушок при лове был, один единственный, 40-очку. И остальные тоже пошли. Язи налево, язи направо, язи на счастье, язи на славу. О, видишь, да? Не матерись, не вырезать. Ну, в общем, как-то так вот, друзья. Наполняем уже какое третье ведерочко, наверное. Надеюсь, мы его наполним. Ну что, Николай, поймали карасиков? Да. Поставили сетку на озеро в надежде поймать карася. В итоге ни одного карася. В прилове только один единственный окунь. И ведро язя с одной сетки. Так, тут что-то порнография какая-то у нас. Галимый язь даже на озере. Один единственный окушок. Вот что творится. Возле берега они прямо возле по травке, видать, ходят.
выходят, вернее, зашли табунами. Табунами зашли в кусты, травку, вода падает, и теперь также табунами выходят обратно. Вон, вода упала, вон, даже ведро не влезает, получается. 20-литровое ведро с одной сетки. Голимый язь. Вон, не лезет, ну, в общем, понятно все. Как-то вот так. Это, конечно, здорово, это, конечно, великолепно. Рыбка клюет. Народ там уже ножики поточил, так что ждут, не дождутся, наверное, чистки рыбы. Они ждут-то, наверное, 2 ведра, но никак не 2 мешка, да? Да, если не больше, чем 2 мешка будет. Ну, посмотрим. Как говорится, своя ноша не тянет. Так, ну что, дискотека продолжается. У нас ведерочко опять пустое, как мы видим. Не успеваем есть рыбу. Да, нам жрать нечего. Так, здесь у нас, как мы видим, возле самого берега сразу же вот такая красота. И пошло-поехало. Атик, кык, куим, нёль, вид, квайт. И как-то вот так. Как клюет? Вот так клюет. Тебе нравится, когда так клюет, Николай? Качественная рыбалка. Качественная, да. Один только сошел, да? Да. Остальные все берут до жопы. Это мне хорошо, можно на продольнике тут растянуть удовольствие на месяц, а вам-то как бы месяц сидеть некогда, есть и дома дела, да? Так как говорится. У меня нет. А у тебя? У меня нет. Я могу сидеть. Я на пенсии, мне все равно. Пенсионер. А так вот, да? Как бы быстро, продуктивно. Может быть, не так интересно, как на продольнике там или на удочку. Но зато эффектно, скажем так. Качественно это называется. Да. И один язь, и не переловен, ни щуки. Где хотя бы одну щучку-то, а? А у нас что перелове? Один окунь, один сижок только, да, пока? Да. И все, один язь. Язь, скажем, не один. Ну, пара. Пара. Да. То ли еще будет. Ой-ой-ой. То ли еще будет. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Вот там, вот там, вот там, вот там. Как-то вот так. Ну, в общем, такая вот красота примерно. Так, наполняем ведерочко. Оно опять у нас пустое, так что надо наполнить. Там стреляют, что ли? Не пристрелили бы нас тут. Стреляют, да? Да. Я думал, показалось сначала. Вон второй окунь. Пузатый вот такой пузатер. Второй окунь при лове у нас. Порадовал. Вчера здесь тоже на этой сетке окушок был, когда ставили только. Сколько икры-то. Пишите в комментариях, кто что делает с язевой икрой. У нас его кормят собакам. Никто не ест язевую икру. Говорят, что невкусные. Коле даже не понравилось, да? Да. Сам есть вкусный, а икра не очень. Может и... Нет, я жарил как-то. Вроде съели в лесу тогда. С голодухи-то. Жать-то можно. Вот еще одну сеточку тряханули. Ну, ведро не ведро, но пол ведра есть точно 20-ки. Так что на четверочку с задачей справились. Вон, короткая сеточка, 30 метров. Даже 30, наверное, нет. 20, может быть. Ну, себя оправдала. Продолжаем рыбачить. Да. Закинем удочку еще. Может, что-нибудь еще клюнет. Как, Николай, вам такая рыбалка? Хорошо. Только заебался я грести. Ну и есть такое. Это же удовольствие.
Ну, у нас ведерочко опять пустое. И сейчас посмотрим, получится ли наполнить ее на этот раз. Сороковочка навехенькая. И я так думаю, все получится, потому что вот они, красавцы наши. Язечки. Не перевелась. Тут как бы надежда была на сига, место заливное, но рядом с рекой уже, как бы кусты уже выходят здесь в речку. И как бы была надежда, что здесь будет что-то интересное, кроме язей, но нет. А нет, вон сижок есть один. Я же говорю, да, вон сиг. Вон, вот он. Красавец. Я же говорю, за мной, вот он там. Говорю, тут как бы есть надежда на сига. И второй сижок у нас приловится, так что малосолки сегодня быть. Это хорошо. Это вкусняшка будет малосольная. 40, лишь бы не проскочился он через 40-ку-то. Не, нормально. Вот он, сижочек, красавчик он. И пошли одни язи опять там. Ну, и один в поле воин. Рыбалка. Клюет. Прикормка сработала твоя кашка. Да? Да? Точно. Постоянно. Ты же вчера намутил кашки там. Каши, да. Где вот донка была? Ну да, конечно. Прикормкой закину, может что-то и поплывет. Конечно. Ну, хоть язечка поймаешь. Ну, на этот самый, на удочку-то интересно работало. Конечно, конечно. Там можешь блесну покидать, можешь щуку поймаешь. Там щука тоже должна быть. Это у меня с собой. Ага. Не брал данные. Правда, народ на тебя посмотрит, скажет, дурачок, что ли? По большой воде спиннинг кидает. Почему бы и нет? Ну да, чисто теоретически-то. Почему здесь щуки нет? Вот я не пойму, блин. Она же тоже могла бы здесь плавать. Почему бы нет, да? Ну да. А... Я жареную щучку-то бы с удовольствием бы. Ну, хоть одну, может, Бог даст. Петр Павел, как Иван Григорьевич говорил. Рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. Ну, на Петра Павела грех обижаться. Сегодня он нам рыбкой угощает. Вон, смотри, какая красота там. Янцкадан. В общем, я так думаю, ведерочко накидаем. Как-то вот так. В общем, дискотека продолжается. Ведерочка у нас наполняется. Работает даже капроновая сетка. Старая 100-летняя капроновая сетка работает. Для пробы поставил 55-ку сетку. Один единственный вот такой вот язь влетел и все. То есть получается что? Получается крупного язя нет. Одна вот такая вот некрупная шушера, сороковочная. В общем, сороковка работает идеально. Сороковочный язь. Саранча печорская, скажем так. Смотри, ни плотвы, ничего, да? И щуку так мы и не поймали. Ёшкин кот, блин. Хоть бы одну щучку увидеть бы. Увидеть, да. Это на щуку на Печоре надо ловить. На Печоре, на реке, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Как-то вот так. Продолжаем очищать. Прямо над головой летают. А утки-то, да? Что? Утка только прилетела, охота закрылась и начала утка лететь. Все с запозданием. Все не так и все не то. Когда твоя девушка больна? Когда твоя девушка больна? На вечеринку один. Когда твоя девушка больна? Нормально все. Все радует. Радует поклевки, радует погода. Все прекрасно.
Сейчас начнется самое интересное, это чистка. Да. Но есть технологические новинки у нас, девайсы, Да. которые, я надеюсь, очень сильно облегчат нам. Но это мы скоро увидим. Все, ведерочка полная. Уже выпрыгивать начали. Хулиганы наши. Оп, бляха. Твою мать, пугают. Это уже на озере бахнул, кто-то подкрался. Сначала там на луже. Не стрелять! Бахают и бахают. В общем, как-то вот так вот там все. Вот так. А? Он по этой стайке улетел, вот туда улетел. Утки валом. Она только что подлетела. В общем, рыбы тоже нормально. Все есть. Не перевелся еще я на Печоре матушки. Не перевелся. Ну что, Николай Сергеевич, что вы скажете? Как вам улов сегодняшний? Улов хорош. Нормально, да? Надо еще добыть мешок сейчас. По ведру на брата есть? Я думаю, по 2,5. Вот. Вон какого окуня, покажи, какого окуня напоследок вот вытащили. 4 окуня, наверное, да, у нас? Вон. 4 окуня, пару сишков. И вот здесь еще немножко рыбы. И так, и там еще где-то первые ведро, которые высыпали. Я так думаю, почистить хватит на сегодня поработать, да? Я думаю, да. Как-то вот так. Бывает и такая рыбалка. Трудовая, короткая, ну, продуктивная. Нормально. Теперь на полных парах домой. Ножички в ручки. И вперед. И вперед. Ну а мы поедем, закинем продольники. В надежде на налима. Лодку бы убрали чуть сюда. Лодку, хвост лодки убери. Как на КС-ке приходится сбавлять. Ну что, давно ждем? Клюет? Нет. Не клюет. А у нас... А у меня немножко клюет. Принимайте. Ты в ботинках-то здесь сырая. Давайте, кто это? Так. Опа, на. Это что, тоже рыба? Ну, конечно. Ну как-то вот так. Ну, теперь дело за вами, Василич. А он уже потренировался с этой? Ножик, все готово, ножички, дощечки, все. А обед привезли? Молодцы. Ты голову-то это Что опять, ладно? очень много. Ты голову знаешь, как надо? Сейчас тебе покажу. Чтобы минимально голова не страдала. Вот так берешь просто, надрез делаешь. Смотри, где нож-то, надрез. Вот так. Чтобы вот так вот делаешь надрез. Вот так, да, видишь? Здесь отрезал. Вон, раз. Вот это голова. А вот у тебя там полтуши. Понял. Понял. Вон, вот это, остальное все мясо. Вот это голова. Понял. Вон что должно от головы остаться. Еще икра попалась, ребята, блядь. А ты вот это, вон, смотри. Смотри, у Васильевича голова какая. Он половину этого оставил на голову. Понял, да, как? Что, хорошо счистит? О, красота. Не, нормально, работает хорошо, да. Кишки это... Икру не надо? Да нахрен все выкидывай в речку. День подходит к концу.
Скоро солнце спрячется за горизонт. Мужики чистят рыбу, пойманную днем сетями. Ну, а мы выставляем продольнички. Вода еще, конечно, очень большая, но вода падает. Я так думаю, скоро будет все шикарно. Вот хочу показать. Чайки каждый год гнездятся на одном и том же месте. Вот это, скорее всего, там сидит самец. А вот самочка, мамочка на яйцах. Немножко посуетились, когда приехал, покричали. Чуть ли на голову не садились, выгоняли меня. Потом, видать, поняли, что я им плохого ничего не делаю. И успокоились. Вот. Чайка сидит на гнезде, а этот на страже охраняет, чтобы все было нормально. Как-то вот так. Начинаем сезон продольников. Сегодня уже проверять не буду. Завтра с утра будет у нас первая проверочка. Ну а как мы ловили рыбу сетями, можно будет посмотреть на Дзен Премиум. Почему именно этот материал я не буду выкладывать на остальных площадках? Ну, во-первых, многие не любят рыбалку сетями. Во-вторых, пишут такие комментарии, то что мне неприятно читать. Но если уже они захотят написать комментарий или что, ну пусть смотрят тогда на Дзен Премиум. А рыбалочку на продольнике мы, конечно же, покажем на всех остальных площадках. Так что впереди целый сезон. И мы это, конечно же, посмотрим. Как-то вот так. Вот такое прекрасное место, прекрасная река, половодье. Красота. Вон, начинает опять вот нервничать уже. Так, ну вот, установили мы наши продольнички. Ну и по традиции, все-таки время установок занимает много времени. Прошло больше часа уже. И, как обычно, проверяю первый установленный продольник. Как бы посмотреть, ловится рыба, не ловится. Ну, просто интересно. Первая проверка первого установленного продольника. Чисто ради спортивного интереса. Так, здесь видно, да? Надеюсь, видно. Глубина, конечно, еще очень большая. Так, ну и что у нас? А у нас пока пусто. Никого. Так что облом, Петрович. Ладно, пойдем второй посмотрим. Пойдем посмотрим, глянем второй продольник. Так. Опачки, опачки, опачки. Блин. Каждый год цепляюсь за этот штырек и каждый год забываю спилить его. Надо привезти болгарку да спилить. Так. Второй продольник. Так, ну а здесь что-то вроде бы есть. Здесь что-то есть. Небольшая натяжечка есть.
Вон что-то идет. Первая рыба весеннего сезона. Это язь. Вот такой вот язь, красавец. Вот такой вот язёк. Первый. Первый этого весеннего сезона. Ну и на сегодня, наверное, хватит. Рыба ловится, и это хорошо. Так, куда тебе убрать-то пока? Ладно. Попрыгай пока здесь. Все. Наживляем, отпускаем. И идем помогать чистить рыбу мужикам. Все-таки у них работы много, я так думаю. Они еще не закончили. Бывает и такая рыбалка. Кто-то ловит рыбу для удовольствия. Ну а мы рыбу ловим для пропитания. А весенний сезон — это сезон заготовок. Мужики приехали на 3 дня. За 3 дня им надо наловить рыбы столько, сколько, чтобы хватило и консервы сделать, и заморозить, и фарш, и все такое. В общем, сейчас мы это позаготавливаем мужикам. Ну а продольники поставлены, значит, потихонечку мы ловить рыбу, конечно же, будем. Вот. Красота. Аж душа радуется. Все. Начало есть, продолжение будет. Что получается? Заканчивается наш. Ну, сколько тут последний? Что, вам добавить еще одного? Уже поймал что-нибудь? Уже во! Уже выловил? Уже проверил сейчас одного. Надо немножко оглушить. А он еще... Конечно, он только пойманный. +1. Но это как назвать, мужики? Рыбалка или работа? Не едем на рыбалку, а едем за рыбой, блядь. Никак никому не угодишь, а? Рыбы нету, не ловится плохо. Рыбу поймали тоже плохо. Нормально. Что там, фидер клюет? Нифига. Даже тире не трогают. Че, сколько ведер сосолил? Ну, 3 на автоклав получилось. И? Почищенное. И вот это второе вот солю. А пока, да? А вы хотели за 2-3 часа? Я говорю, не пойдет. До темноты надо успеть, постараться, блин. Ладно, как-то вот так. Сейчас тоже нож в руки и постараемся до темноты успеть. Рыбалка, я считаю, сегодня удачная, да? Нормально? Поклевала? Бур. Бур это спокойно, хорошо. Ну а вам, друзья мои, всем пока и бурвой. Бурвой это доброй ночи. Спокойной ночи. Хорошей ночи. Добрый. До завтра. Спокойной, доброй ночи.